Осень, 1482 год. Киев был охвачен паникой. К городу-крепости со всех окраин сбегались люди, образовывая настоящую давку у ворот. Такого Киев не помнил со времен походов хана Батыя. Но те времена давно остались в прошлом. Так что же могло вызвать у киевлян такой ужас и что могло угрожать Киеву? На протяжении нескольких дней в город не только стекались крестьяне из соседних сел, монахи из Киево-Печерского монастыря перевозили в Киев сокровищницу, а киевский воевода и одновременно великий гетьман литовский Ян Хаткевич отдал распоряжение спешно готовиться к обороне. К городу стремительно приближалась крымская конница. Всего несколько дней, и крымцы займут предместье, а далее одному Богу известно, как развернутся события. Конницу возглавлял сам крымский хан Менглигерай. Он был союзником великого князя литовского и короля польского Казимира IV Егелона, которому формально принадлежал Киев. Однако события на международной арене тех лет разворачивались таким образом, что союзникам пришлось выяснять отношения с оружием в руках. Итак, ровно через 4 дня после того, как киевляне узнали о приближении крымских татар, Менглигерай подошел к предместьям Киева. Киев еще помнил военные кампании Монгольской империи, а позже Великой Орды. Впервые город не выдержал осады в 1240 году и под натиском хана Батыя через 9 дней сдался. Однако монголы не стремились разрушать город. Сохранились визитные карточки современного Киева: Софиевский, Михайловский, Златоверхний, Успенский, Выдубицкий, Кирилловский соборы и церковь Успения. Однако с ордынским появлением наступил конец Киевской Руси, а Киев потерял статус столицы. В конце XIV – начале XV веков Киев представлял собой политический центр. Он находился во власти литовских князей. В 1396 году здесь нашел временное пристанище ордынский хан Тохтамыш, бежавший из Крыма после того, как потерпел поражение от своего недруга хана Тимура Кутлука. Именно отсюда, из Киева, в союзе с князем Витовтом, летом следующего года Тохтамыш виступив в Крим. 1240 року землі Української середньовічної держави, ще Київською Руссю називають, або Давня Русь, вона увійшла в орбіту Орди. Ці землі вони були фактично на такому прикордонні між Польщею, Литвою. В самій Орді не було єдності, то один темник виступав проти другого, то інший. І зрозуміло, йшла така боротьба. І тому ті події, які пов'язані з Києвом 15 століття, з походами і темника Єдігея, і хана Менглігерея, вони якраз є наслідком боротьби як всередині Орди за владу, так і змаганнями Орди з тою ж Великим князівством Литовським за територію Подніпров'я, де знаходився Київ. 8 сентября у стен Кафы союзники одержали победу. Согласно историку Льву Гумилеву, во время похода в Крым в 1397 году Витовт вывел оттуда часть караимов для пополнения легкой конницы и поселил их в Тракае. Что же касается Тохтамыша, то он не сумел одержать власть и зимой 1398 года снова был выбит из Крыма Тимуром Кутлуком при поддержке известного полководца Эмира Эдигея. И снова Киев стал пристанищем Тохтамышу. В тот же 1398 год в Киеве проходили переговоры. На этот раз между великим князем литовским Витовтом, его двоюродным братом королем польским Владиславом II Ягайло и потерявшим свой ордынский трон ханом Тохтамышем. Темник Єдігей в 1416 році в рамках цієї боротьби з Литвою він захопив Київ. Тоді місто було в основному дерев'яна забудова. Довкола замку було спалено, але сам замок він взяти не міг, тому змушений був відійти. І я ще раз наголошу, це була саме така боротьба, тому що інколи хани ставали союзниками тих же литовців, якщо їм треба було скинути свого конкурента. Тобто така звичайна політична гра.
Три лидера обсуждали предстоящую борьбу с другими претендентами на ордынский трон, угрожавшими безопасности княжеству Литовскому и королевству Польскому. Именно здесь, в Киеве, к союзу присоединились крымцы, братья Девлет-Берди и Гияс-1, сыновья хана Крыма, Таш-Тимура. Политическая ситуация заставила забыть обиды Девлета-Берди Гияс-1 на Тохтамыша, который не так давно потеснил в Крыму их отца, и к тому же у них был общий и верный союзник Витовт. Братья хорошо понимали, это хороший шанс расставить приоритеты и вернуть крымский трон предков. Тохтамышу ничего не оставалось, как пересмотреть свои планы. Переговоры проходили здесь, на Замковой горе, где когда-то возвышалась неприступная Киевская крепость. В парадном зале было заключено историческое соглашение. Тохтамыш пересматривал свои планы о разделе ордынских земель. Литве уступалась Московия как один из ордынских улусов, а вот своим родственникам Девлету-Берди и Гияс-1 Тохтамыш пообещал, что впредь ни он, ни его потомки не будут претендовать на наследственные земли крымского улуса юрта. Город стал основной базой армии союзников. Литвины, польская шляхта, татары и даже караимы тогда наводнили город. Ведь именно отсюда планировалось начать наступление на Великую Орду. 8 августа силы объединенного войска встретились на реке Ворскле с армией Тимура Кутлука. Битва на реке Ворскла была проиграна ордынцам. Татары один за другим наносили сокрушительные удары. Союзники беспорядочно отступали. Некоторые из них устремились в Киев, в эту неприступную по тем временам твердыню. Исключением не стал и Витовт. Он бежал, но заблудился в болотах. Выбраться ему помог сын известного эмира Мамая, Мансур, который находился в армии крымцев, братьев Девлета-Берди и Гияс-1. В благодарность Витовт пожаловал Мансуру княжеский титул и имение Глина. Со временем одна из ветвей Мансура войдет в историю как князья Глинские. Ордынский хан Тимур Кутлук, опьяненный победой на Ворскле, подошел к самому Киеву, взяв город в осаду. Благодаря переговорному процессу горожанам удалось откупиться. Спустя 16 лет Киев все же был разорен, но не разрушен войсками ордынского эмира Эдигея, а после для города наступили относительно спокойные времена. В 1440 году было восстановлено Киевское княжество. Одновременно на юге возникло новое государство Крымское ханство. Его основателем стал Чингизид, наследник Великой Орды, внук хана Таш-Тимура и Гияс-1 Хаджи-Герай, человек с проевропейскими взглядами и, главный, союзник и друг великого князя Литовского и короля польского Казимира IV Ягеллона. По некоторым источникам, возвращаясь из литовского города Лиды, уже в качестве крымского хана он проезжал через Киев. Крымские ханы официально стали наследниками ордынских земель. И если ханство Хаджи-Герая было одним из спокойных периодов взаимоотношений с княжеством Литовским и королевством Польским, то уже в правлении его сына Менгли-Герая Крым был втянут в интриги ордынских родственников крымских ханов, мечтавших восстановить титул великого хакана и вассального Крыму московского князя. Причины похода Менгли-Герая на Киев в 1482 году следует искать в 70-х годах XV века. На историческую сцену выходит еще один претендент на трон в Сарае, правнук ордынского хана Тимур Кутлуга, хан Ахмед, которому в наследство достались земли в Поволжье. Хана Ахмеда не покидала навязчивая идея утвердить на всей территории империи чингизидов свою власть. Но в Крымском улусе по-прежнему находились главные соперники – гераи, над которыми одержать победу было не так легко. К тому же многие влиятельные беи-мурзы Великой Орды, а следовательно и их люди, признавали главенство именно рода гераев, прямых потомков Чингисхана. Решиться выступить против крымского хана Менгли-Герая подвиг хана Ахмеда, бежавший в степи с Крыма, Мурза Шейдек из рода Шейрин, недовольный тем, что после смерти его отца крымский хан Менгли-Герай назначил главой рода Шейрин Именека, а не его. Обиженный невниманием крымского правителя, Мурза призывал хана Ахмеда и других чингизидов из побочной линии объединить усилия и сместить крымского хана Менгли-Герая.
Ахмед решился вторгнуться в Крым именно тогда, когда узнал, что крымский хан Менглигерай попал в плен к османскому султану. Это случилось в 1475 году. Менглигерая уже никто не ожидал увидеть в Крыму. Именно этим моментом воспользовался Ахмед. Он вторгся в Крым и сместил непопулярного в народе одного из старших братьев Менгли Айдера и поставил на его место своего ставленника эмира Джанибека. Посчитав, что для него, Ахмеда, все закончилось благополучно, он удалился в сарай. Но это торжество длилось недолго. Очень скоро Джанибека сместил старший брат Менгли Нур-Девлет. А в конце 1478 года неожиданно для многих и сам Менглигерай вернул трон правителя Великого Улуса. Для Ахмеда это было потрясение. Приход Менглигерая для Ахмеда означал, что теперь не только от Крыма, но и от главенства в Орде ему придется отказаться. Такого удара по репутации Чингизид пережить не мог. Он не признавал ни власти, ни авторитета гераев и продолжал себя считать единственным наследником Великой Орды. Но выступить против крымцев он не решился. Зато он предъявил требования московскому князю Ивану III восстановить выплату дани сараю. Тогда Иван, занятый войной с Новгородской республикой, откупился от хана богатыми дарами и деньгами. Ахмед, приняв деньги за якобы восстановленную дань и повиновение московского князя Орде, отступил. Но ни на следующий год, ни в последующие годы дани от Ивана III не последовало. Тогда Ахмед шлет в Кремль послов и письмо с требованием, чтобы московский князь лично явился в Орду. Требования Ахмеда были отвергнуты. Москва, как и большинство улусов, признавала власть гераев. Хотя теперь Иван понимал, что ему не избежать столкновения с уязвленным Ахмедом. Чтобы обезопасить себя, в апреле 1480 года Иван отправляет в Крым посланца с деньгами и подарками и обращается с просьбой, чтобы сюзерен исполнил свой долг и защитил своего вассала от войск Ахмеда. Унаследовав традиционное ордынское верховенство над московским князем, Менглигерай освободил Ивана от выплаты дани и пообещал оказать поддержку в назревавшем военном конфликте с Ахмедом. Поддерживая московского вассала, Менглигерай одновременно терял другого своего союзника Казимира. Последнего тревожило это сближение, ведь он надеялся, что крымский хан повлияет на Московию и та откажется от претензий на земли Литовского княжества. Великий князь литовский и король польский Казимир IV Ягеллон в 1480 году отправляет в Крым дипломатическую миссию. Ее цель – укрепить отношения между двумя государствами – была достигнута. Однако теплые отношения ханства и Москвы подталкивают Казимира вступить в двойную игру. Летом того же года он принимает послов от хана Ахмеда, которому обещает военную поддержку в кампании против Московии. Ахмед, посчитав, что заручился поддержкой Казимира, начинает готовиться к большому походу на Москву. Хан планировал объединиться с поляками и двинулся к владениям Казимира IV. У города Воротынска Ахмед встал лагерем, ожидая союзника, но так и не дождавшись его, 8 октября 1480 года подошел со своим войском к реке Угре и остановился на ее правом берегу. На самом деле для Казимира союз с ханом Ахмедом был плохим политическим ходом, только разозлившим главного игрока на политической арене Восточной Европы тех лет Менглигерая. И уже было неважно, готов ли был Казимир объединить свои войска с армией хана Ахмеда, или же это было всего лишь уловкой, ведь король фактически даже не предпринял попытки оказать помощь Ахмеду. Возможно, король надеялся, что в Крыму об этом союзе не узнают, но вскоре пришло письмо от главы рода Ширин и Минека, в котором подробно описывались отношения короля Казимира с ханом Ахмедом. Это послание быстро привело в чувство польского короля. У Казимира сразу же нашлись веские причины, почему он не оказал помощи Ахмеду в 1480 году. Он апеллировал к тому, что крымские татары совершили поход на Подолье, а внутри шляхты назревал конфликт. На самом деле Казимир не особо стремился вмешиваться в татарские дела. Он и его советники наивно полагали, что бороться с татарами следует руками самих же татар.
Еще большей опрометчивостью было надеяться, что ордынцы ничего не узнают о настоящем положении дел короля, о пустых обещаниях, которые, как правило, для Казимира оставались только на бумаге. За это король поплатился тем, что Ахмед успел ему отомстить, захватив и разорив город Мценск, Воротынск, Белев, Адоев и Козельск. В 1481 году именно Менглигерай информирует короля о том, что хан Ахмед погиб от рук ногайских мурс. Казалось бы, Казимир должен был понять намек и далее продолжать дружеские отношения с Крымом. Но Казимир снова совершает ошибку и вступает в контакт с наследниками хана Ахмеда. Конечно же, не с подачи, и уж тем более не по просьбе московского князя Менглигерай совершил поход на Киев. На это у него были свои веские основания. Киев стратегически был важным центром, мощной и неприступной цитаделью на крайних рубежах литовских владений. В сентябре 1482 года крымско-татарская армия подошла к Киеву. Смотрите в следующей серии программы «Алтын Дивыр», как далее разворачивались исторические события.